Anan haklı, anan düz vaşaksız ya. Aterezdi olsun zava insan var. Harvededin ümürdire kaduz var. Bir kamal değil, zil karardayım ya. Çıkan vaçi bir gelin gelmez eğriz. Çıkalçıyı çalmadı kadim ya. Kalır daire yavurine beyni. Lezgiçili ya vicdandim, namustin vonil çmehanva. Şair stal Süleyman, çirike rabar kavandiz. Beherlu vase çmehanva, vihar saçal Süleyman. Süleyman, Süleyman, sal Süleyman, 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 şair Süleyman. Avudaşvi parmakçına bileri. Lezgiçiler hüda sadmal hamişa. Rukas tadaş içi girdin sineri. Türdaş ek ediz buna bağışa. Kayıkadi bilgin terez mizanya. Adan hava. Дорогие друзья, вот уже новый май, новый день поэзии Сулеймана Стальского настал в Дагестане. В этом году день поэзии Сулеймана Стальского совпал с его 145-летним юбилеем. Сегодня мы 3 часа в Кумыкском театре отмечаем и 145-летие Сулеймана Стальского, и в Ашагастале 19 числа пройдут народный праздник поэзии Сулеймана Стальского. Для каждого из нас не секрет, что Сулейман Стальский, как говорил Расул Гамзатов, был эпиграфом в дагестанской литературе. Это первый дагестанский поэт, о котором заговорил весь мир. После того, как в 1934 году Алексей Максимович Горький назвал его Гомером 20 века, его стихи начали печататься во всем мире. Даже Луи Арагон, великий французский поэт, пишет, что ему хотелось бы перевести песни Сулеймана Стальского. Сулейман Стальский был истинным голосом народа. Он воспевал новую жизнь, новое время, новые отношения, новых людей, новые состояния общества. И от глаз Сулеймана Стальского не скрывалось ничего. Он замечал и великое, и низкое, и любовь, и ненависть, и свет, и тьму, которая его окружала. Но самое главное, что Сулеймане Стальском, он ничем не отличался от того простого, замечательного, высокого христианина, горца, дагестанца. Он жил его проблемами, он говорил от его имени. Поэтому
Сулейман Стальский с каждым годом становится ближе и ближе. Потому что он предвидел многое. Он в свое время заметил то, которое мы уже 100 лет за ним повторяем. Он даже упрекнул соловья: почему ты вечно поешь о любви, почему ты не видишь страдания людей. Поэтому для него был главным человек и человеческая душа, как к нему относится. Как современны сегодня стихи Сулеймана Стальского и судьям, и старшинам, и всяким хакимам, начальникам, они как будто сегодня написаны, потому что он поймал эту поэтическую и человеческую нервы своего времени, своей эпохи. Ни один дагестанский поэт так высоко оценен не был выдающимися людьми. О Сулеймане Стальском писал и Шолохов, и Борис Пастернак, 2 нобелевских лауреата, великий Леонид Максимович Леонов, Луговской, Яков Колос, Купала, Исаковский, Демьян Бедный, Сурков. Эти фамилии, может, сегодня кому-то что-то не говорят, но это самые выдающиеся поэты своего времени и своего государства. Мы упрекаем иногда Сулеймана Стальского в том, что он служил Отечеству, служил идеологии. Нет, он не идеологии служил, он служил голосу своему, поэтическому и человеческому голосу. Если он ему, что он слышал, что он видел, ему показалось истинным и великим, он об этом говорил. Если нет, отрицал это. Поэтому служить собственному народу, служить своему Отечеству, служить своей державе, это великая и самая настоящая поэтическая миссия любого поэта. Сулейман Стальский достойно это доказал и показал миру. Разрешите мне открыть этот торжественный митинг, посвященный Дню поэзии Сулеймана Стальского, и представить слово первому заместителю председателя правительства Республики Дагестан Анатолию Шамсовичу Каримову. Дорогие друзья, в летописи духовной жизни каждого народа есть имена, которые являются символом их достоинства и мудрости. Среди славных сынов Дагестана видное место принадлежит выдающемуся поэту, общественному деятелю Сулейману Стальскому. Сулейман рано осиротел, с детства много трудился, батрачил, в поисках заработка стал отходником, работал на нефтепромыслах, на строительстве железной дороги и моста через реку Сырдарья, чернорабочим в депо. Первые стихи песни Сулеймана Стальский стал слагать еще в молодости, выступая против несправедливости и носителей социального зла. Стихотворение «Свобода», датируемое 1919 года, является знаковым этапом в его творчестве. Как известно, Сулейман Стальский не был просто ашугом, слагателем песен. Он, по меткой характеристике Павленко, который в 1933 году приезжал к нему Ашагастал вместе с Луговским и Тихоном, был учителем жизни, политиком и вожаком, а поэзия для него являлась лишь формой учительства, манерой изложения жизненной мудрости. В Дагестане любят и ценят литературу, поэзию, с особым уважением относятся к тем, кто наделен даром поэтического слова, кто своим талантом способен преобразить бесценные традиции народной речи, сохранить богатство национальных языков. В начале 30-х годов прошлого века стихи Сулеймана Стальского появляются на страницах республиканской периодической печати, на лезгинском, а позже на русском и языках народов Дагестана. Выходит первый сборник его стихов на русском языке. Его книги издаются во многих центральных издательствах, в союзных, автономных республиках, а далее и за рубежом. Во второй половине 30-х годов прошлого века имя и портреты Сулеймана Стальского практически не сходили со страниц газет и журналов нашей страны. Все творчество поэта является ярким свидетельством служения отчизне, остро осуждая в своих социальных, полемических произведениях зло
и всякие пороки окружающего мира. Он выступает как мыслитель, знаток человека и общества, обращаясь к разным социальным типам, используя конкретные сюжеты повседневной жизни и быта, красочные образы, присущие лезгинской народной речи. Он рассуждает о смысле и значении действительности. Профессиональные литераторы и читатели республики всей нашей страны почитают память о великом Ашуге, народном поэте Дагестана Сулеймане Стальском. И сегодня, по уже ставшей ежегодной традиции, в Махачкале, накануне его дня рождения, у его памятника здесь, в парке Сулеймана Стальского, проходит День дагестанской поэзии. В свое время на открытии памятника Сулейману Стальскому народный поэт Дагестана Расул Гамзатов сказал: «Мы гордимся, что у истоков нашей дагестанской поэзии стоит Сулейман Стальский, певец новой жизни в горах. Мы шагаем вперед с именами основоположников нашей литературы в сердцах. Мы всегда будем верны их традициям. Они имеют право на бессмертие». Сулейман Стальский был и остается одним из самых легендарных поэтов Дагестана, Кавказа и России. И стихи его будут жить вечно. Дорогие друзья, у Сулеймана Стальского и дагестанской, и лезгинской, и российской поэзии есть достойные продолжатели. Я хочу представить слово народному поэту Дагестана Хамбиче Хаметовой. Сегодня не только юбилей Сулеймана Стальского, сегодня день дагестанской поэзии. Утвержденный раз и навсегда менялся социальный строй, но этот настрой народный остался навсегда, поскольку это было самое верное решение. У этого памятника, вернее, это даже не только памятник, здесь он лежит, здесь он похоронен. Честно говоря, каждый раз, поскольку когда классики, лучшие поэты Дагестана 20 века, Хапалаев, Аткай, Шахимир Мурадов, Митаров и другие, и Анвар Аджиев, и другие, всех не будем назвать, когда собирались здесь, тогда мы еще, нынешнее поколение молодые, не осмеливались им возражать. И как-то неестественно мне казалось, когда мы стоим там и долго топчем могилу. Вот сегодня, наверное, это новая традиция, и это будет верно. Я приветствую, что мы собираемся после возложения цветов здесь. Но это прелюдия. Я боюсь долго, чтобы не занимать ваше внимание, поскольку мы главное свое выступление будем вечером в театре делать. Вот. Но здесь так содержательно сказано многое и много выступающих. Так здесь, когда классики собирались, мы запомнили молодыми их нравственные уроки. И из всех уроков извлекли один, самый, на мой взгляд, что я так поняла, один вывод, но об этом позже. Когда в горах умирают люди, обычно говорят: ушел в мир иной, или еще скажут, присоединился к большинству, и то, и другое верно. Но когда умирает герой, говорят, ушел в бессмертие. Когда умирает мудрец, говорят, ушел в корни, потому что питает и оттуда он нас вечно. Умирает герой, остается бессмертие. Это конкретный подвиг. Это подвиг созерцательный, которому надо подражать. Что же есть еще выше, что не сказано в этих словах? Больше, чем бессмертие, есть простые человеческие народные слова. Какие они, я сейчас через тезис вам скажу. Много за это время ушло времени и много ушло поколений. Вы видите, как изменился строй, не стало нашего государства, сейчас у нас другое время. И за все это время, видимо, небеса
видя, что кругом творится, можно подумать, что много накопилось у нас всяких грехов, и потому пророки, которые время от времени спускались к нам, к людям, чтобы воспитывать наши души и сохранять нашу нравственность, обиделись и перестали спускаться. Давно они не спускаются, а народ ждет. Народу это надо, но время от времени появляются поэты. Потому что на заре цивилизации в Древнем Риме, в Греции не было слова «поэт». Называли одним словом – пророк. Потому лучший поэт России и всего мира Пушкин свое лучшее произведение назвал не поэтом, а пророком, который жгет глаголом сердца людей. Переходим к Сулейману Стальскому. Какие же еще выше слова были сказаны нашими классиками, выделив Сулеймана Стальского из своей среды. Они сказали, что же в конечном счете самое высокое? Самое высокое – это когда приходит поэт, приходит творец и остается сам, как живой. Никто не смеет сказать, что его уже нет. Он умер, он живет, он действует, поскольку его творчество все время активно в нашей жизни. Достаточно пример один привести, чтобы доказать это. Знали умные люди, а ведь Гитлер был гений, но гений зла. И завоевав всю Европу, дошел до Кавказа, он знал, чтобы воевать сердца бойцов, покорить их, достаточно сломить их дух. А дух не сломаешь одним оружием. И понял он, в чем главная сила Кавказа. И недаром он весь Кавказ заполонил листовками против Сулеймана. А бойцы молча, спокойно шли в бой в обожженных танках. На груди у солдат находили простреленные пулями сборники Сулеймана Стальского. И понял Гитлер, что ошибся он в своих планах. И тогда народ крикнул свой лозунг, свой бич: Гитлер капут. Так оно и было. И на Кавказе он потерпел поражение, а вы дальше все это знаете. И это главный аргумент, когда народ наконец сказал: есть поэты, есть творцы на все времена. И потому творчество Сулеймана Стальского с нами вместе звучит современно, годится на каждый день, идет нам на подмогу и в бой, и в радостях, и в горькие дни. И потому мы говорим спасибо ему, поклон ему, одержимому и мудрому, что он так славно совершил свой гражданский и свой творческий подвиг. Спасибо. Хочу представить слово студентке 3-го курса факультета дагестанской филологии Государственного педагогического университета Усмановой Раифе Султановне. Яша Мешхуй, Максим Горький, зазеке хюрметавуна, жезамайкан параеке лах парарябета куна, фахум, фикир, акол дерин, рахун кане, мезни ширин. Зафахум назига фарин, лапеке киметавуна. Дугридан завраха дайгав, ширин валкваз хакван гзав, жезамайкан пара инсаф, лах парай хюрметавуна. Амса Карзасхана Хаев, Юлдаш Динхал, Тимил Заев, Вичин Батав Засеклив, Лапширин Сюхбетавуна, Китиби Юлдаш Арих Галас, Яша Мишхунух Ягараз, Сталша Ир Сулейманас, Еке Тербиятавуна. Şiir Faun Nazam.
Nagah adas hayta gişin, şalamar nejed amkoçin, fahum naza hayvan dinçin, zerre konre hüje daytur. Gah makamda iyiz çinçur, viçin piswal iyiz maşhur, gardanda sa saru zuncur, tunta vurta hüje daytur. Zaluhun vaz adan peşe, çinçurna amkreda çvije, zaz akuna katran gürçe, madiştin yağije daytur. Gzaf yeke burya sarar, khirguda sada zarar, hiçsa hayvan dinni çarar, hadan kon ve qije daytur. Ey Süleyman kaz iyala, nivdi yabi kalma kala, vavayştin lezgi çalar, masda vayır gije daytur. Вот вам и живой Сулейман Стальский. И голос, и лицо, и все. Все повторяется в мире. Мирза Давидов, народный писатель Дагестана. Я много переводил Сулеймана Стальского и писал о нем много. Но я здесь не такое время поэмы читать или большой разговор вести. Я прочту несколько строк. Тибави хиремур хиресабуна хирешиву кулдан каканей ура дакни уста таргну инабунуа дакни хумбияла кабуллей ура иттауқай бурук сачиви толиеру жуладяни басса чаннан нилбару цупулли хамбави чаурил цараву чучунок алашюн уккун харчангу Хамитtur şilur par arsenali tausa gattul dakrin nurdettul cahil şivur kunkutu tullama duşnil murşesa sunir guturarsa tur cahil şivur. Сулейман Стальский был нашим учителем. Но когда просят слово учитель, я не мог не дать. Каид Каидов, заслуженный учитель Республики Дагестан. Пожалуйста. Uralski rayon. Hürmetli yurttaşlar, köye zeketir çok sağ ol, viçin devirdi, zurba şair, zurba nisya çıkayı İslam Süleyman'a imerekatis gotkuna. Hünkvacı da merekatar, ümürdün lehze yar, anlamışna ümürlük huda, şadbur ve kedibur ko. Süleyman batka inol, ehtil tarağuna, çınarazi bol nuguzva. Dünya dal atana hakikas, viç kesip katara akatna, kesip di ümür çiz, yaşamış kayı, Allah'ına alava yaz, Süleyman Babadi, siyi devir başlamış ha vaktunda, viçin çandı kuvvet hamako, siyi ümür din pataka, adan kenivler ka, insaniyetiz ada avak yirt ka, kena zurba yaratmışınar. Keni yaratmışını manametlet, sakosni ağuz avatmatoş, keni yukuz abur khas yazva. Stal Süleyman, viç avam kasyaz. Keliz kiçintiyiz, azurba derecelik agako, ima insanları heyran olda golak yazva. Stal Süleyman, saatla pisatellerin yezdal, Ekestin ha vaktun dikene, anol Iosif Vasilyonich Stalin aladezva. Gorkidiz gızaf kalablokka, Maksim Gorkidik. Yarabik eliz kiçiti da insan köla başlamışna göl kütahtadılıhoz. İ vaktunda Amrakhana adam mana metlep di gavorda Azerbaycançılara kadın olan Stalin Azerbaycançı çizvadır. İ mucu i kasla ha vaktunda Amlahana Dağıstan'da tanıva kesip sinifra katlıva çiğ ümür viçi maşhur izva şairi bacaraklı kasikilahana Stalin'a Gorkidiz gızaf kızil kana nefes kaçuz rehat kana hanla atana kadla asir din gamerda gafarni ibur havayon gafartuş
İbur sakurulla çilela kaçunu ala devirdi kiz guzva akti yeke nagrada yar yeke torartuş. İbur riki kına kızva hişer riki kına kızva gafar yazva. Süleyman viçiz dar balakur kasyaz gazaf narazi vol avaz kilikda fizva tatuga bileriz ümirda tarahçivliz çapxunçivliz viçevuç ümirda lazım kayda txunt yizva insanriz ve bir sarı xunulaçiz adı için yaratmışın ora rusvahide iyi ümirdiz everguda yıldoşar çaçıyı ümir kayıt yazva amirde keni kuznu çun tamarzluya şu banri nekir banri kalxoçiri ikere khazva ayalar havir terbiyeli mişabori havir daradiz gabori ira khazva mez havir da svehata dezva çun tamarzluya inlani alavayaz zazluhuz konzva Süleyman devir dolçi bayazamogda çun muskevek atoni Süleyman'a madal koyankiydi. Yaratmışlar gılakada ve yaşamışeda. Иначе правительстве садла заместитель ихти сад алабынова. Юрикчер ол торарыла. Кинотеатры ол торарыла. Вучиц içi şehirde var. İparkarol, ихти бульварол, микиброл, красочник, хене ядач. İm ikastin güçekala, im ikastiz bakşınvada, im şehirni gürçekjeda insan reyni şad valiydi. Zazluhuz kanzva. Dağıstan de halkari aradava dost val. Ki baktı. Şu hamiş dost bildi. Şemiş kadin laquluq tinijede. Ama i baxt, i dost val şuna çıkı Rusya'yı kılas xöde. Rusya mat seferdi kalor kuna Ukrayna'daki vakıara vuçuçi milletti hikti iyesi yata. Sakuk ve salamatku Süleyman Kevaz ancak birlikte. Сулейман Стальский говорил, что веревка длинная, лучше, а речь короткая. Хочу сказать, что у Сулеймана Стальского есть достойные наследники среди молодых наших поэтов. Хочу представить слово Ватманову Владику, молодому поэту, студенту Дагестанского государственного университета. Стихотворение собственного сочинения, пославящее имя Лезгин на весь свет. В нем видел народ свою гордость завет. Ни книг, ни письма не знавал на ответ. Жемчужину стихами лудил Сулейман. Твой дар был отмечен, оправдан в Москве. Там Ленина орден вручили тебе. Талантом сумел весь мир почтить к себе. Лезгинской душой осудил Сулейман. На съезде стихами к добру призывал. Восток на поэтов навел жар сбывал. Гомером тебя Максим Горький назвал. Навечно себя осудил Сулейман. Дорогие друзья, вышел замечательный том Сулеймана Стальского на русском и на лезгинском языке. Скоро дойдет до читателей. Мы читаем, слушаем, любим, уважаем Сулеймана Стальского. Это мы сегодня здесь еще один раз подчеркнули и доказали, что значение и назначение Сулеймана Стальского для Дагестана очень огромно. Звучание его песен никогда не исчезнет с дагестанской земли. Желаю вам всем удачи, добра, счастья. Adan hakma, adan düz vakşaksız ya. Aterezdi, olsun zava insan var. Harbededin, ümirdir ekaduz var. Bir kamaldi, sildarardayım ya. Çıkan vaçi, bir gerin gelmezeyiriz. Çıkalçıyı, çiçalmadı kadim ya. Rehalur daire cevurine beydi. Lezgiçinin яхрызданdim, namusten gönül çmekanva. Şair стал Süleyman, çirikera barkavandes, behernu vaseçmekanva.
سچل سلیمان 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 سال سلیمان 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 شاعر سلیمان Aşvi parmakçına bileri Lezgiçiler fayda sadman hamişa Rukas tadaş içi girdin sineri Türdaş et ediz buna bağışa Kayıhadi bilgin terez mizanya Adan hava, adan düz bal şaksız ya Aterezdi çeşnetir bu nisan ya Сегодня же мы отмечаем юбилей Сулеймана Стальского, который по праву считается основоположником современной дагестанской литературы. Мудрый Ашук из Сталинского лезгинского аула покорил своим талантом большую страну. Его жизнь стала примером того, каким должен быть настоящий поэт и гражданин. А воспетый им в стихах родной Дагестан узнала вся Россия. Не каждому человеку дано стать символом своего времени и заслужить признание народа. Сулейман был и остается живым символом своей неповторимой, яркой и вместе с тем трагической эпохи. Звание «Народный поэт Дагестана» было присвоено ему в далеком 1934 году, но народная сущность его поэзии сделала его истинно народным поэтом гораздо раньше. Творчество и жизненные позиции жизненная позиция Сулеймана Стальского заслужили высокую оценку таких великих современников и собратьев по перу, как Максим Горький, Михаил Шолохов. Вот эта известная фраза Габен 20 века, такое образное высокое определение дал ему Горький, у которого жизненный и творческий путь поэта вызывал искреннее восхищение. На первой своей речи на первом съезде Союза, писательском съезде, великий писатель сказал: на меня, и я знаю, не только на меня, произвел потрясающее впечатление Ашук Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая стихи. Затем он, Габен 20 века, изумительно прочел их. Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман. Сулейман рано осиротел, с детства много трудился, потратил, в поисках заработка стал отходником, работал на нефтепромыслом, на строительстве железной дороги. Побывал в Дербенте, Баку, Тяньше, Самарканде. О том периоде своей жизни он очень образно сказал, выступая на первом Северо-Кавказском съезде Советов в 1935 году. Я работал круглые сутки, как волк, и ни разу не осмелился даже поужинать досыта, ибо тревога о завтрашнем дне давила мне мое сердце, как черный камень, и не давала жить сегодняшним. Сулейман был искренним интернационалистом, не мог мириться с несправедливостью и говорил, что бедные люди и на Сырдаре, и в Ашагастале одинаково несчастны. Первые стихи Сулейман Стальский стал слагать еще в молодости, выступая против несправедливости и носителей социального зла. Стихотворение «Свобода», датируемое 1919 годом, является знаковым этапом его творчества, когда вместе с односельчанами он участвовал в восстании против деникинцев, позже принимал участие в сооружении общественных оросительных каналов, в ремонте дорог. Он стал активным агитатором и пропагандисткой новой жизни в горах. Сулейман Стальский был одним из основателей и председателей Союза писателей Дагестана, участником первого Вседагестанского съезда писателей и легендарного первого съезда Союза писателей СССР. Поэтическое выступление Сулеймана Стальского на съезде в переводе Александра Безыменского было опубликовано во многих газетах страны.
начале 30-х годов прошлого века стихи Сулеймана Стальского появляются на страницах республиканской печати, на лезгинском, далее на русском языке и языках народов Дагестана. Выходит первый его сборник стихов на родном языке, его книги издаются во многих центральных издательствах, союзных, автономных республиках, а также за рубежом. Во второй половине 30-х годов прошлого века имя и портреты Сулеймана Стальского не сходили со страниц газет и журналов страны. Многолетняя дружба связывала Сулеймана Стальского с народными поэтами Дагестана, Гамзатом Садаса, Абдулой Магомедовым, Абдалимом Гафуровым, известным дагестанским писателем Ефимом Копиевым, написавшим великолепную книгу новелл «Поэт», прототипом героя, который стал Сулейман Стальский. Высокую оценку творчества Стальского дал выдающийся советский писатель Михаил Шолохов. Думы родного народа, его радости и горести, подслушанные поэтом, обретали певучую, пленительную в своей непосредственности и свежести форму песен, стихов и обогащенные талантом певца. Снова шли в народную глубину, чтобы жить, не умирая. Остро осуждая в своих социальных, полемических произведениях зло и пороки окружающего мира, он выступал как мыслитель, знаток человека и общества. Обращаясь к разным социальным типам, используя конкретные сюжеты повседневной жизни и быта, он рассуждает о смысле и значении действительности. Поэт обращался красочным образом, присущим лезгинской народной речи. Посетивший в 1933 году Сулеймана Стальского русский писатель Владимир Луговской писал: стих Сулеймана Стальского был умным, красивым, прозрачным. Он выбирал самые ясные, самые сильные меткие сравнения, понятные каждому. Он, работавший без карандаша, без пера, на память умел кратко, языком красочным, но скупым, передать важные и серьезные мысли почти афористической форме. Сулейман Стальский – один из первых дагестанцев, вступивших в ряды Союза писателей СССР. В 1936 году он был награжден орденом Ленина, а в 1937 году был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Стальский был предельно искренен и правдив, благороден и справедлив в жизни и в творчестве. Поэзия, поэт и человек в нем были неразделимы. Его строки вошли в народную речь, стали поговорками и пословицами. Достоинство поэта – первое, что надо беречь, юноша, говорил он Ефиму Копиеву. Достоинство поэта есть достоинство его земли. Сулейман Стальский ушел из жизни 23 ноября 1937 года и оставил после себя большое творческое наследие, которое волнует наших современников и сегодня. Сулейман Стальский был и остается одним из самых легендарных поэтов, народных поэтов Дагестана, Кавказа и России, а его стихи будут жить вечно. Торжественное собрание, посвященное 145-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, объявляется открытым. Слово предоставляется народному поэту Дагестана, председателю Союза писателей нашей республики Ахмедову Магомеду Ахмедовичу. Дорогие друзья, Анатолий Шамсонович только что приводил слова гениального русского писателя Михаила Александровича Шолохова, Нобелевского лауреата. Я хочу их полностью процитировать, потому что в них выражена вообще абсолютная правда о Сулеймане Стальском. Сулейман Стальский принадлежит тому разряду истинно народных поэтов, которые были возвращены самим народом, но широкое признание получили только при советской власти. Думы родного народа, его радости и горести, подслушанные поэтом, обретали певучесть, левчую и пленительную свою непосредственность и свежесть форму песен, стихов. И обогащенный талантом певца снова шли в народную душу, чтобы жить, не умирая. Но стихи Стальского находили заслуженные признания не только у себя в горах. Кто из нас, читая их даже несколько обесцененных переводах, не радовался, не восторгался изумительными по красоте и выразительными строфами.
Поэтому-то весть о смерти Сулеймана Стальского так горестно хватает за сердце. Вместе с остальными советскими писателями и многочисленными читателями Стальского склоняю голову над прахом талантливейшего поэта, выразителя народных дум. Это слова, сказанные одним из самых великих писателей 20 века Михаилом Александровичем Шолоховым. Также слова, сказанные еще одним нобелевским лауреатом Борисом Леонидовичем Пастернаком, великим русским писателем Леонидом Леоновым и многими другими, говорит о том, что Сулейман Стальский смог своим творчеством, своей жизнью, своим поведением человеческим взбудоражить великий литературный мир и прочно войти в классику своего времени. Сегодня мне хочется закончить свое маленькое слово о Сулеймане, повторяя вслед за великим нашим Расулом Гамзатовым. Сулейман Стальский – эпиграф ренессансской литературы. Да здравствует поэзия и да здравствует Сулейман Стальский! Слово предоставляется народному поэту Республики Дагестан Гамидову Магомеду Халифетовичу. Вдохновленные и пронизанные гуманизмом, патриотизмом, точно, верно, правдиво отражающие кричащие проблемы своего времени, произведения Сулеймана Стальского проникали в сердца читателей, завоевывали необычайную популярность Сулейману Стальскому и всеобщую любовь. Давно и верно сказано, что в час высочайшего счастья и глубочайшего несчастья человеку нужен художник, человеку нужна поэзия. Да действительно, поэзия дает крылья человеку и в пору радости и в час печали. Именно таким художником, которым всем был необходим, был Сулейман Стальский. Именно такая была его поэзия, которая давала крылья человеку. Поэзия, которая правдиво, высокохудожественно отразила эпоху поэта. Эпоха, наполненная бурными, динамичными, порой трагическими событиями. Эпоха выдающихся достижений успехов и горьких разочарований. Читая произведения Сулеймана Стальского, мы как на ладони видим действенность окружающую нас, жизнь того периода. И вот почему до сих пор читатели находят ответы на волнующие их вопросы в произведениях Сулеймана Стальского. Вот почему имя Сулеймана Стальского востребовано и сегодня. Вот почему мы все с благодарностью вспоминаем его и с любовью называем его имя. Но вы не хуже меня помните, было время, когда некоторые стремились отрицать, принизить роль и значение и место Сулеймана Стальского в нашей поэзии, в нашей жизни. Но произведение Сулеймана Стальского, его поэзия, он сам всегда выходили победителями. И эта победа была заслугой и победой не только и не столько тех, кто заступался за Сулеймана Стальского. Это была заслуга и победа прежде всего самой поэзии нашего Сулеймана Стальского. Ибо эта поэзия всей силой своей красоты, нравственного духа находила дорогу сердцам людей и тому месту, которое эта поэзия занимает сегодня в нашей жизни. В честь его мы имеем право поднять бокал с озвучным и красивым, емким словом «Дерка».
Слово предоставляется народному поэту Республики Дагестан Хамедовой Ханбече Шихрагимовой. Уважаемые дагестанцы, уважаемые гости столицы, их здесь ползала, спасибо им. Общепризнанный кумир лезгинской поэзии, великий Яким Амин, 175 лет, почти 2 века тому назад сказал: кричите, взывайте на помощь людей, весь мир изменился, куда ни пойти, везде торжествует или вор, или злодей, а честным приюта нигде не найти. А вот слова, сказанные еще раньше великим Низами: вода в истоке мужества горька, вот почему не пьют из родника, огонь же, разведенный подлецами, от честных не оставит и следа уголька. И как бы подхватывая, задавая им тон, продолжила Саят Статская: на колесе времен ни год, ни два, верчусь я полужива, полумертва, кружится колесо, и весь мир кружится, и у меня кружится голова. И, наконец, Сулейман Статский: как странно этот мир течет, идет путей своих не зная, стыд принимая за почет. Бараны за людей слывут, слов много, дел не достает. Достаточно и этих строк с титаническим зарядом, чтобы еще раз убедиться в том, что высокое и прекрасное, служившее людям в самые отдаленные времена, не исчезает бесследно. Оно живет и воспитывает нашу человеческую душу. Живет и звучит современно через столетия, хотя человеческие поколения меняются, как морские волны. Но так уж устроен человек, что живет в нем вечная бессмертная жажда красоты и мужества. Такова простая диалектика нашего бытия. Мир держится на талантах. Поэт принадлежит народу, поэт принадлежит своему таланту, а талант принадлежит своему народу. Как зерно, попавшее в благодатную почву, возвращается колосом, так и личность, отмеченная талантом, возвращается к своему народу, обогащенном, обновленном виде. Подчеркивая ответственность перед своим родным народом, Сулейман Статский говорил: надо быть верным своему народу, как своей совести, тогда не будут рождаться стихи с восковыми ногами. Воспитанный на традициях лезгинского восточного народного творчества, прошедший народные университеты, Статский принес в нашу литературу выдающиеся образцы поэзии, именно поэзии, профессиональной поэзии, и создал целую гамму образов исключительных эмоциональной силы. О, Сулейман, в краю родном, что было явью, стало сном, перевернулась кверху дном вселенная, сомнений нет. Повсюду смрад, повсюду грязь, повсюду сволочь развелась. Жить в преступления, не боясь, стыда не ведать, нехорошо. Пройдет ли время всех мастей, властей, уйдут ли воры всех мастей, дождемся ли благих вестей, измучена сторона теперь. Эти сроки настолько звучат современно, вот вы убеждаетесь, будто Сулейман только-только на днях их написал и живет среди нас. Спасибо.
Слово предоставляется доктору филологических наук, профессору Гашарову Хаджи Гусейну. Дорогие друзья, дорогие гости, мое выступление будет несколько иного плана, потому что мы привыкли к глянцевому Сулейману Стальскому, а я сейчас попытаюсь показать его и с другой стороны. Великие, большие поэты во все времена привлекали внимание правителей, читателей, почитателей, критиков, литературоведов. Вызывали много споров и дискуссий. Это относится и к выдающемуся лезгинскому поэту и мыслителю Сулейману Стальскому, чей 145-летний юбилей торжественно отмечается в эти дни в нашей республике. На протяжении более чем 50 лет поэт образным художественным словом отображал сложнейшие события эпохи конца 19-го, начала первой трети 20 веков. Еще в 60-х годах прошлого столетия крупнейший ученый Сулеймановед и философ Ахет Гаджимурадович Агаев справедливо сравнивал творчество Сулеймана Стальского с айсбергом, об истинных размерах которого, как известно, нельзя судить по той части, что поднимается над водой. Ученый был прав. Действительно, на протяжении многих лет Сулейман Стальский был известен в основном как политический лирик, сочинитель стихотворных произведений на злобу дня, певец социалистической действительности, а утверждение в общепризнанном мнении, общественном мнении, такого одностороннего взгляда на поэта, как нам представляется, много сделали наши журналисты, критики, литературоведы и, конечно же, переводчики. Я, чтобы не быть голословным, приведу один маленький пример. В 1986 году в Москве издательство «Советская Россия» вышла книга «Избранные» Сулеймана Стальского, я составитель. Когда я нашел новых переводчиков, которые нестандартно переводили, а Сулеймана очень трудно перевести, потому что он очень афористичен. Мышление афористичное. И слог тоже такой. И вот я не нашел 17 стихотворений, оригиналов их, а они были на русском переводе. Кто-то за него это сочинил, видимо. И это делали в основном в угоду господствующей идеологии, которая рассматривала явление социальной действительности в альтернативном противостоянии людей лишь по классовому принципу. Между тем, Сулейман Стальский был поэтом многогранным. Он схватывал, отображал и выражал многообразие общественных коллизий. Он мастерски создал галерею человеческих типов, взяв за основу их человечность. Невежда, мнящий себя знатоком, глупец, который стремится править миром, править миром, век охот не знает, а хочет править миром. Таковы и еще, и, наконец, злодей, который самонадеян, горд и крут, таковы образы своего времени вершали аульские государственные дела. Поэт Стальский страшится их, и вместе с тем он человек совестливый, выставляет их на показ, хотя висит над головой угроза наказания. Вот эта борьба единства противоположностей. Страха не было у него. Хотя это показывал он на виду, но знал, что за это будет его мстить ему. Но он все-таки продолжал свое. Помимо произведений социально-психологического плана, в творчестве поэта широко представлены замечательные образцы любовной философской лирики, юмористические и сатирические произведения. К сожалению, они меньше всего печатаются, изучаются и исследуются. Сулейман Стальский более 20 лет скитался по миру, где только он не побывал. В Дербенте, Генже, Баку, Кубе, Самарканде. Жаль, что из произведений, созданных в период скитальчества, до нас дошли лишь несколько стихов.
Это стихи о любви, красавице, о милая, Мария, и стихотворение о чужбине, тоска. Стихотворение «Тоска» подобно дагестанским поэтам-отходникам Магомету из Плоха, Махмуду из Кургли, Азизу Минагаеву, Гаджи Ахтынскому, Стальский говорит о горькой доле скитальца-отходника, добывающего себе хлеб насущный в адских условиях подневольного труда. «Мне чужбина зажала сердце в тиски, разъедает мне душу печали, о горе. В рот мне лезут чужие сухие куски, мои песни, как плач, зазвучали о горе». Перевод Северцева. Размышляя о горькой судьбе, о тяготах жизни, поэт идет дальше своих собратьев по перу. Кто поможет? Или кем нам свое сердце раскрыть? В мучениях, обидах кому говорить? Что загублена юность, кому объяснить? Вопросы остаются без ответа. А вот чердес Абул Камал, я хочу жидать душ. Каиден дунья тимал, ампара ужидать душ. Кандакана угум дегет, верчелика ежештекет. Тиф улал ди пацанника, их пора чижидать душ. Эй, Абдулла Абул Дили, честный, как она сидит. Эбеккина старшинин, чем бекис трюк жидать душ. И так далее. Ну, смысл такой. Слово предоставляется поэту Аджиеву Багаудину Арваровичу. Дорогие друзья, сегодня на берегу древнего Хазара нас всех снова собрал Сулейман Стальский. Хоть у каждого поэта моего поколения были свои кумиры, мы все же практически выросли у подножия памятника Сулеймана. Он оказался тем символом благородства и чести, чистоты и справедливости, который объединил всех дагестанских писателей. И мы, благодарные потомки, после его кончины проводим Дни поэзии Сулеймана Стальского ежегодно, более полувека по сей день. Это здорово. Бедняк Саша Касталов, самый добрый и нежный человек по природе своей, сумел стать поэтом подвига, поэтом правды. Правду во все времена было трудно говорить. Что за это получали, мы все хорошо знаем. Но несмотря на это, стихи Сулеймана Стальского и до революции, и после революции отличались правдой жизни. Сам поэт в одном из стихотворений под названием «Злой у тебя язык, Сулейман», признается в этом. «Я на своем веку знавал и гордецов, и зазнавал, из тех, кто точит свой кинжал и ходит злой, как бес, не так ли? Опасен человек дрянной, на кровле спит он день деньской. Смотрите, чтоб порой ночной не обокрал он вас, не так ли? Злой у тебя язык какой, ты, Сулейман, не всюду пой, чтобы не встретиться с бедой. Какой в том интерес, не так ли? Вспомним его дореволюционные стихи «Воскресный базар», ответ Гаджи Ахтынскому, слово о Малле Рамазане, ворона мнит себя орлом, купцы, чиновники, судьи и многие другие такого типа стихов разят наповал, актуальны по сей день. Хочется особо отметить преданность Сулеймана поэта к живой жизни, ее главным целям, его любовь ко всему светлому в мире и, наконец, его веру в непобедимость жизни. Жизнелюбие художника никогда не будет отменено и навсегда останется сердцевиной творчества, ибо выше жизни нет ничего. В своих стихах Сулейман изучал свой сегодняшний день и как поэт вместе с тем ищет в нем черты завтрашнего дня, черты нового человека, человека в обществе социальной справедливости, в социалистическом обществе. Тема интернационализма и дружбы народов уже тогда была по существу разработана им. Настоящая внутренняя биография писателя – невыдуманная вещь, утверждал Николай Тихонов, знавший Сулеймана. Талант полной искренности и смелости не случайно чувствует зов эпохи. Обратите внимание, талант полной искренности и смелости. Этот зов эпохи всегда был для Сулеймана определяющим. Сулейман был поэтом, и с этим ничего не поделаешь. Его речь, его выступления были как песни, как продолжение его стихов. Он сумел услышать главные песни своей эпохи и передать нам. О человечности и человеческих качествах Сулеймана ходили легенды. Когда у народного поэта Дагестана Откая спросили: «Ты, Откай, знал Сулеймана? Какой он был?» Откай ответил: «Ол Адам Сулейман иде». Это означало «человечный Сулейман».
В разные годы стихи Сулеймана переводились и на кумыкский язык. Его стихи переводили Абдулвахаб Сулейманов, Анвар Аджиев, Камиль Султанов и целый ряд кумыкских поэтов. И если бы Сулейман даже жил в наши дни, он написал бы вот такие строки. Для человека нынче, что правда, что хула, мир вечен и огромен, Создателя хвала. Народов разных много, и вера вроде есть, но где они на свете, достоинство и честь? Один рожден быть бедным и богачом другой, но все живут зачем-то в печали дорогой. Казалось бы, что участь одна для всех дана, и солнышко всем светит, и светит всем луна. И этого счастья хватило бы вполне. Не надо строить замки на призрачной луне и солнце брать в аренду на слишком долгий срок. Об этом говорил нам великий наш пророк. Он говорил, Всевышний всегда глядит на нас. Живите пред Всевышним, не опуская глаз. Спасибо. Сейчас слово предоставляется молодому поэту, студенту первого курса филологического факультета Дагестанского государственного университета. Стихи Сулеймана Стальского всегда вдохновляют меня. Когда я учился в школе, каждый день перед уходом я перечитывал стихи Сулеймана Стальского. А я сейчас прочту стихотворение собственного сочинения на лезгинском языке. Лезгири твар махшуру дуньядис, бахай твар Сулейма вихалтис, зерекони келис кхиздижис, ирак пиша я дигарар Сулейма. Вихунарар Москвадани Акуна, Ленина пак ордена Пачуна, Гамер Лхур, Твар возгана Сулейма. Сараки. Образование Сулейман-Стальский район Абдулмуталибу Нариману Шамсудиновичу. Уважаемые участники торжественного собрания, дорогие земляки, сегодня вся дагестанская общественность, творческая интеллигенция накануне празднования 145-летия со дня рождения великого поэта, великого дагестанца, великого россиянина Сулеймана Стальского собрались мы здесь отметить его юбилейное мероприятие. Позвольте от имени жителей Сулейман-Стальского района выразить благодарность главе республики, правительству республики за проводимое сегодняшнее мероприятие. Мы сегодня были у памятника Сулеймана Стальского, провели огромное мероприятие, выступали поэты, писатели, наш конкурсант с нашего района. И сейчас продолжается это мероприятие. Это очередное мероприятие, потому что в этом году в Сулейман-Стальском районе объявлен год Сулеймана Стальского. Мы начали с того, что День международного языка мы провели научно-практическую конференцию с приглашением наших ученых, исследователей, посвященную творческому наследию Сулеймана Стальского. Эти мероприятия продолжаются. Я благодарен нашему педагогическому коллективу всему. В школах проходят огромные мероприятия, они освещаются на местном телевидении, конкурсы различные, чтецов, конкурсы сочинения Сулеймана Стальского. Сегодня делегация Сулейман-Стальского района, делегация театра, носящего имя великого поэта Сулеймана, находится в Новороссийске. Завтра они должны торжественно мемориальную плиту открыть на улице Сулеймана Стальского. Мы видим, что Сулейман Стальский, мы знаем, мы помним, мы чтим величие нашего земляка. Он поистине велик. Это совесть народа. Он великий поэт. Об этом здесь и ученые, и наши просветители. Все об этом говорили и говорят, и будут говорить. Наша задача муниципалитета, в частности Сулейман-Стальского района, это довести до подрастающего поколения. Мы видим, как это дает свои плоды. Мы видим, что у нас растут молодое поколение, молодые поэты-писатели, которые отражают жизнь, какая она есть, находятся рядом с народом. Будни, чаяния народа, как воспринимал Сулейман и как передавал своим простым, но доступным языком. Он не простой, Сулейман Стальский, мы иногда говорим, что он простой. Не может быть простой человек, который владеет
огромным количеством языками, который знает мир, который знает цену дружбы, который знает цену мужества, который всегда был мужественным и все это воспевал. И простым, в то же время красивым, благозвучным языком, жонглируя языком. Это великий поэт, это великий дагестанец. И мы гордимся тем, что и наш район носит, единственный район, муниципалитет в Дагестане носит имя Сулеймана Стальского. И наша задача пронести это гордое имя, сохранить и донести до будущих поколений. Это делается в Дагестане, это делается в районе. И мы это будем делать. И пользуясь случаем, конечно, это мероприятие, очередное мероприятие, 19 мая в Сулеймано-Стальском районе, как говорил Расул Гамзатович, на родине Сулеймана Стальского, в замечательном селе Аршакасталь, мекке дагестанской поэзии, как говорил наш Гамзатов, будут проходить различные мероприятия. Приглашаю вас всех участвовать в нашем районе, быть рядом с нами, помнить и чтить память Сулеймана Стальского. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемые соотечественники, конечно, говоря о Сулеймане Стальском, можно много говорить и о языковых особенностях, и о творческом наследии, но факт есть факт. Мы как ценим Сулеймана, мы как любим Сулеймана, мы и в дальнейшем будем любить Сулеймана, потому что это совесть, это знамя нашего народа. И хотелось бы в завершение своего выступления вспомнить стихотворение нашего любимого Абдулкадыр Сайдумова, которое говорило о Сулеймане такими словами на лезгинском языке. Сулеймана Туарарова Шехерани Хулера, Сулеймана Чаларова Харсакасни Колера, Сулеймана Гунарова Амистиклу Рикера, Океан Сирналзова Сулеймана Гимири, Сулеймания Чаянгис Вирлани Каниги. Хат Асирдин Гамерия Абул Камал Хцитир, Сулеймания Дагустандай, Дагустанди Халк Нисайр, Лезгистандай, Лезгишайр, Вирлани Чахидир. Ешемиша Чахал Савир. Дорогие друзья, всем спасибо за активное участие, за вот такие прекрасные выступления. Сегодня открылся День поэзии, 12 часов в парке Сулеймана Стальского. Сегодня мы провели торжественное собрание общественности и посмотрели прекрасный концерт, который подготовлен специально к этому событию. Россия! Всем землей одна шестая наша сила. Здесь люди счастье обрели. Страна такая наша сила. Ты слышишь, Сулейман певец, биение людских сердец. Бессмертен народ, наш отец, вечно живая наша сила. В августовске и 1934 года вот здесь, в холодном зале Дома впервые за всю историю молодой советской литературы собрались под одну крышу представители писательских отрядов всех братских народов нашего Советского Республик народов братских нам писатели рождаются от пролетариата. А на примере нашей страны мы видим, каких талантливых детей создал пролетариат, краткий срок и как непрерывно создается. Но я обращаюсь к дружеским советам, которые можно понять и как просьбу, представителям национальности и Кавказа и Средней Азии. На меня, и я знаю, не только на меня, произвел потрясающее впечатление Ашук Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец безграмотный, но мудрый, сидя в присутствии, и шептал, создавая свои стихи. Затем он, в меру 20 века, изумительно прочел. Товарищ, берегите
Видите людей, способных создавать такими жемчужинами, и создают неведомые нам Сулейманы. Aşağı sadece ülke, kabirler yolun birike, yaşar ulaşmazsın ülke, bir onun işifalardır. Большой просторный стран приветствует нас. И вот я, царский Сулейман, на славный съезд песков пришел. Во время съезда на одном из утренних заседаний подошел ко мне секретарь Алексея Максимовича Горького Крючков и сказал: слушайте, Судков, зайдите потом перед перерывом в президиум к Горькому, у него какое-то дело. Я пошел, Алексей Максимович сказал: вот тут в президиуме сидит потрясающий старик. Это особенный старик. Он на вечернем заседании у нас выступать будет. Он приготовил приветствие в стихах. Хорошо бы было, если бы вы это перевели к вечеру. Ну, я, во-первых, никогда не переводил до этого стихов. Но случай был необычайный. Просил об этом 9 человек, которого я глубоко любил и уважал. И хотя времени было всего 2 часа обеденного перерыва, я попытался все-таки, согласился взять это самое дело, а для того, чтобы хоть чуточку почувствовать, как идут эти стихи по земле, в кулуарах попросил Сулеймана, чтобы он мне немножко начитал этот свой текст стихотворения. После этого в течение целых 2 часов я у себя в квартире колдовал над этим дословным переводом и к открытию вечернего заседания имел возможность выполнить заказ председателя и сдать в президиум текст стихотворения Сулеймана Стальского, который был при очень горячем отношении к нему прочитан с трибуны поэтом Александром Ильичем Безыменским. Мне хотелось достойно прочесть эти самые стихи Стальского, ибо я помню, как он вышел на эту трибуну холодного зала, спокойный, уверенный в себе, привычный в своем чтении, в своем пении. Спокойный Сулейман Стальский прочитал стихи, буйно воспринятые нашей аудиторией, потому что это было доказательством великого расцвета национальных литератур нашей великой Родины. Каждый год, каждый день рождения Сулеймана Стальского – это подлинный праздник всея Руси. Потому что Сулейман Стальский – это чудо. Чудо поэзии, во-первых. Во-вторых, чудо советской власти, раскрепостившей все нации нашей великой страны. И в-третьих, это есть праздник того человека, который является гордостью и славой всех наций великого Советского Союза. Джунгли, видели ханолги, сотах сирин кочись, в боди амрахкур. Зунла это халудин тевлета савиди. Вот кажалась халудин халури, зазгли
zidideki nikediğin dadle dokunmaz. Alçıdarın sonsa eski bekerik. Ana gadarına kalı değil garip. Yani hayik bizi ümür, hayik değil. Rifin tabirleri var başlamışka ilgili. Haberinde konşidalsa, çenolaşın ayal karvasa babavas. Ziyazuk da vakşunuz on bir çiğ böyle istihana nehkana, erin dişi dağlı bir çiğ böyle fena. Yıkar kasayı bozun, ayal riftanı sıkışıda huva da vaktunda, ya, in zigada yıkılana, bu badi vakşunuz on üçün böyle istihana, 300 kümek kuyulana. Hak, zunhik tevledi sanata. Zibbatin galemi zonha malarih kılız, kısız karar etkiler tevledi. Zibudis tamam kıyla, baba rahmetli svenvoz, Дахали деди içinde bozuk oldu. Efir zunli, kıraya geçti fena erbeniz. Hanısa, devlet lusa, çabuk dingelel bakız fena. Hatta jimluk rıfiyat bez, hatta Balkan vezkiligiz, karasak masaya tartışkiz. Hayik, o disuz, zahakarsiz batrak balığın. Efir niyadan bilevayla tala, fikrin saçmaz, Мацун хинис фида, джубитнам гифки бес, элфен мацун, фюрис кфет. Хабери дефреди, веризомти, гишилова, батра карписовва, балахова чиска. Хикета нахтар карсай бус, беслаганахи и генчеда, ангелишандри бианардус, двулах, тузва, ханис, балахта, дурмату фиалия. Зуни и брахталась опять же ферханис. За фейсбукчылыгын дуста, Генчедан канызын, Самаргандан кана, Сирдаридан кана, Бакудан кана, Мазуда качка канач, Амазаза корди садя, Веринра, Кесип халди, Дуланажат кахбар бурда, Хада Верина садкис азита, Зехметакис садки. Эфир учи, Yaşar ejvan atana, ani sudova gatsu. Jojo şikenva ikşida Süleyman. Şuva sakfet gana, sakvali obunu ganda, özüjit dıskız. Ayet zonmat, füzü kriz. Esimenti sallasi feriz vaktuni gan, ha vaktunda. Ulan stalvi, müşevginiye karavuli yazan al, kesip kasnevçir saruş, zat kısmet kana ham vaktunda. Занеси кариди, елаши, шеважедаса, роджихтинса, полисигна, сосалктына, ехузлаата, папа салазкилигис, азулаата, масабрус, венарбит, хажерди, балахарис, югняр. Эхерни, несини вахте, элбенезу, валишкада, вахтун зазакунихи хри, Yupal kimleri insanlar kana harcı diri vali sesero. Zan fikirli yarab in uçwan sesiya yarab iyi kasma sojal falan. Suni hipergalar wa kimeh fen. Fenik ligata. Bijger kana parthalarla kesibri. Rakinika. Rakinik tikel karwa bilbilir ka maniya roz ele kaf ne bana. Üvelik varmak içigna. Kurinci metrede harda şipi vajeda ve kepek şipi haberon varmak edeceğiz. Mani yapız. Zadi akvatni friv verek dola satkis. Tekeh doldi yabakaz. Ya Süleyman olursa juvajuvaz. Zikili khasuaj. İbrulu buzu amaniya. İbrul. Sirik iyi de faaliyet olsun. Эфир эхисканасова, и подобно хреви, получите султана дуды. Я султан, я туска, я хреви. И кафа, и бур,
Сирига, харипу за избирательство пришли. Лучше за его и мочевал, охотно его, но тут вообще из его краина. Валай шкала, микрохорин я реально пензал, валай. И келли серия родившим поднесли лам. Эй, вику фалалар да балахарин хабор. Уйна, подепей туркас. Чалаш кура хинара. Бил золкрина. Эфир zaman ya insana. Çolak kuru ama kuvvet oldu, kulun oldu. Yamasa kalkacağız vaktuşa ama erika tabi kalacağız erika. Meker sirik yaku kartuş ya. Künkün kırcı ay insana. Vallahi ki bir kere acı şimdi bakizlerim. Ya da muhabba bir kere ettim ya da. Biz tükürat ona sacal. Tükürat onu biz uyutim ya da tükürat vahine haber kesin. La paha bil tükürat. Ya. Sonra aşırı buna. La tükür daha bil kalansa. Tükür de. Zani. Steyaz. Çok da kız. Akudda şu kelime kafa. Başlamıştı. Akahna sağatan tartsiz. Her buğdayı içini bil. Uç çalava avivansiz. Harayit ya başını bil. Yahkeme kummaduna ahtak. Tamam yani bes ama şartak. Saymıştın yüzüşü cematar hop keyfi davican bilibin. Şahura olsa kevi ruk. Halkta uğray val çine ruk. Akatayda adana foruk ahbaza vaz uçini bilibin. Yerda yürü elpen zon onu hizamizu. Zamanız madde onlar ki akaduzas. Ahbaza kualanza hakmı batsuz eğimere kal. Gatfarık ve eda sakvadı ye kal. Süleyman'ın şavunu muafal sakvası vazı tamaşını bilibin. İyi geldiniz. Fikrini çok. Çek muhmat anne. Muhmat yine. Muhmat. İyi muhmat. İçim arkalı yaratan. Allah çok bu dilveri bulacak. Çok hoşa. Çok hoşa bak o. Yok. Muhmat yok. Народный поэт Дагестана Гамзат Тараса. Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров. Народный поэт Дагестана Абдулла Магомедов. Şibabşon emret kadağan adat doğucusu. Acayip. Adam kimle ekmeği de kıyar. Evet biz şu adamsın. Zik tarafı kadir haber. Kızam ki mal tarbiyatı tatlı balık bunları. Böyle tutsa çobuk aldı. Ya kelime çubuk. Matsallara kayıcılar. Bak karşına bilirsin gel. Газулубу бохлурбау, шахрурдавуда чулдау чалкаган. Катрувату үрчал чурду, каттарату чал аликили чалкагуно. Чал катрух дуккай варшив, буттукрау дичай каршив чалкагуно. Артекиндан, кати эмди, Yeliza, yanlı yıllar, bulan oldu Elibay. Bulan yerlik kaçı buldu, Elibay.
Ходи, гуляй, висит Дагестан. Спустя несколько лет после этой встречи народный поэт Дагестана Гамзат Садаса на могиле своего друга скажет: «Мы, писатели и поэты Дагестана, клянемся перед твоей могилой, великий Сулейман, что в нашей жизни и в нашем творчестве мы будем твердо идти по дороге, проложенной тобой. Будем учиться мастерству на твоих песнях и стихах. Дружба, заложенная народными поэтами в те годы, стала образцом единства и братства всех дагестанских народов и сегодня. Концерт, посвященный 145-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, открывает заслуженная артистка Республики Дагестан, солистка Дагестанского государственного театра оперы и балета, Дагестанской государственной филармонии Нурия Исабекова. Гатчини. Аве Мария.
концертную программу продолжает вокально-хореографический ансамбль «Дагестан», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Давай Давай. Композиция «Луналикая». Süleyman
Сулейман Стальский, эпиграф дагестанской литературы. Идет время, появляются новые певцы, но созданное Сулейманом не стареет. Расул Гамзат. На сцене народный артист Республики Дагестан, актер Государственного лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского Ибрахим Рамазанов. Абдул-Муталибов, чехи шаир Сулейман. Лезгирин тар, худ потахты машур Сулейман. Галахтигиз хал поталды, зехмет чугур Сулейман. Hiç sadana dekreyin tiri çalar tunumuna çağır. Kütüzlü peştrin tiri bağ tunumuna çağır. Ona kudur güzel bağda be herkes batarari. Har süredin yemişrin dad mirsıva halkari. Ona keyşirer çavla pavuk gizra kazva. Kitab bile korkla. Çılava kayıf harcı vazva. Javahir arifliğin çalar gizli bulur kasevun. Hiç tahtida. Fadar durur kasevon. Dağlar çorum kiye. Ve kelime tradaş. Kamar kurum kiye. Ve testifar üç aradaş. Deli bile, üç alan evlilik akyanar ucuz ya. Ve payesi evlilik cevahira ucuz ya. Şeyh miydi? Viktar bile avutus peşida. Palak gibi çalar hikaye avutus peşida. Tesir, medukuyla kadar. Ucuzlarda bir tesir diyor. Цик, цепотный жадач, ужилада кезилья. Кезиль тихиз бун цар гузамаз мачарада. Мадамок де миллион сар, Сулейманун dünyada. Zaman yer uluktaz, vun fidaman yer galiz. Sağ bahçeli bir şirer, hayamını, halkını. Прекрасно знал Сулейман фольклор своего народа. В его памяти хранились буквально тысячи мудрых пословиц и поговорок, звучных народных песен, волшебных сказок. Лучшие образцы фольклора, его образы и меткие слова Стальский мастерски вкрапливал в свое творчество, а в свою очередь оно, утверждаясь в народе, само становилось достоянием фольклора. Стал Мусаид. На сцене народный ансамбль барабанщиков Сулейман-Стальского района под руководством Агарагима Агарагимова.
Когда я начал читать певучие, музыкальные песни и стихи Сулеймана Стальского, я почувствовал неиссякаемый источник поэтической красоты – Юсуп Ханалаев. На сцене выступает актер Государственного лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского Руслан Первердиев с композицией «Сулейман». Слова Сулеймана Стальского, музыка Кахримана Ибрагимова.
провожают наши гости из Сулейманстальского района. Ярахмед Ярахмедов, Эзман Османов и заслуженный артист Республики Дагестан Амар Меликов с композицией «Соловей». Слова Сулеймана Стальского, музыка народная. обрели певучую, пленительную по своей непосредственности и свежести форму песен стихов. Кто из нас не радовался, не восторгался изумительным по красоте и выразительности строфами? Михаил Шолохов. На сцене заслуженная артистка Республики Дагестан, актриса Государственного Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского Фаризат Зейналов. Песни Сулеймана Стальского.
ночей, влюбленную в розу соловей. Откуда знать тебе людей, людскую скорбь, людскую боль, людской неласковый язык, печаль, разящую, как штык, души моей голодный крик, пойми, счастливый соловей. Встречайте, на сцене талантливый композитор, автор и исполнитель собственных песен Ашу Шемшир. Lezgi xalq deyince şair Süleyman ve harsa gaffarsa halbiz ya derman marifetik ahirete tekst alfiz avaytir vakçehi hürmet din iman sarar sarar keçalar ayan tirvaz dünyat kırar El avurlay bin kıtabar, artık şedarüp Süleyman. İlim dinde Allah katandir, derin hüner bir ilhamdır. Tebiattir, hoş muhmandır, Allah din pay gay Süleyman. Allah din pay gay Süleyman. Adan hakma, adan düz vaşaksız ya. Aterezdi, olsun zava insan var. Harvededin, ümirdir ekaduz var. Bir kamaldi, zil karardayım ya. Çıkan vaçi, bir gelin gelmez eğriz. Çıbalçıyı, çiçalmadı kadim ya. Kalır daire yavurine beyni Lezgiçili яхрыждандым Намустен вонял чмеханва Şair стал Süleyman Çirikera barkavandes Dernu vasya çmechanva Vihar saçal Süleyman Süleyman, Süleyman, sal Süleyman, 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 şair Süleyman.
açvi parmakçına bileri Lezgiçiler hüda sadmal hamişa Ruqas tadaç içi gürdin sineri Türdaş ök ediz buna bağışa Kayıkhadi bilgin terez mizanya Adan hava Дорогие друзья, вот уже новый май, новый день поэзии Сулеймана Стальского настал в Дагестане. В этом году день поэзии Сулеймана Стальского совпал с его 145-летним юбилеем. Сегодня в 3 часа в Кумыкском театре отмечаем и 145-летие Сулеймана Стальского, и в Ашагастале 19 числа пройдут народный праздник поэзии Сулеймана Стальского. Для каждого из нас не секрет, что Сулейман Стальский, как говорил Расул Гамзатов, был эпиграфом в дагестанской литературе. Это первый дагестанский поэт, о котором заговорил весь мир. После того, как в 1934 году Алексей Максимович Горький назвал его Гомером 20 века, его стихи начали печататься во всем мире. Даже Луи Арагон, великий французский поэт, пишет, что ему хотелось бы перевести песни Сулеймана Стальского. Сулейман Стальский был истинным голосом народа. Он воспевал новую жизнь, новое время, новые отношения, новых людей, новые состояния общества. И Сулейман Стальский, от глаз Сулеймана Стальского не скрывалось ничего. Он замечал и великое, и низкое, и любовь, и ненависть, и свет, и тьму, которая его окружала. Но самое главное, что Сулеймане Стальском, он ничем не отличался от того простого, замечательного, высокого христианина, горца, дагестанца. Он жил его проблемами, он говорил от его имени. Поэтому Сулейман Стальский с каждым годом становится ближе и ближе, потому что он предвидел многое. Он в свое время заметил то, которое мы уже 100 лет за ним повторяем. Он даже упрекнул соловья: почему ты вечно поешь о любви, почему ты не видишь страданий людей. Поэтому для него был главным человек и человеческая душа, как к нему относится. Как современны сегодня стихи Сулеймана Стальского и судьям, и старшинам, и всяким хакимам, начальникам, они как будто сегодня написаны, потому что он поймал эту поэтическую и человеческую нервы своего времени, своей эпохи. Ни один дагестанский поэт так высоко оценен не был выдающимися людьми. О Сулеймане Стальском писал и Шолохов, и Борис Пастернак, 2 нобелевских лауреата, великий Леонид Максимович Леонов, Луговской, Яков Колос, Купала, Исаковский, Демьян Бедный, Сурков. Эти фамилии, может, сегодня кому-то что-то не говорят, но это самые выдающиеся поэты своего времени и своего государства. Мы упрекаем иногда Сулеймана Стальского в том, что он служил Отечеству, служил идеологии. Нет, он не идеологии служил, он служил голосу своему, поэтическому и человеческому голосу. Если что он слышал, что он видел, ему показалось истинным и великим, он об этом говорил. Если нет, отрицал это. Поэтому служить собственному народу, служить своему отечеству, служить своей державе, это великая и самая настоящая поэтическая миссия любого поэта. Сулейман Стальский достойно это доказал и показал миру. Разрешите мне открыть этот торжественный митинг, посвященный Дню поэзии Сулеймана Стальского, и представить слово первому заместителю председателя правительства Республики Дагестан Анатолию Шамсовичу Каримову.
Дорогие друзья, в летописи духовной жизни каждого народа есть имена, которые являются символом их достоинства и мудрости. Среди славных сынов Дагестана видное место принадлежит выдающемуся поэту, общественному деятелю Сулейману Стальскому. Сулейман рано осиротел, с детства много трудился, батрачил в поисках заработка, стал отходником, работал на нефтепромыслах, на строительстве железной дороги и моста через реку Сырдарья, чернорабочим в депо. Первые стихи песни Сулеймана Стальский стал слагать еще в молодости, выступая против несправедливости и носителей социального зла. Стихотворение «Свобода», датируемое 1919 года, является знаковым этапом в его творчестве. Как известно, Сулейман Стальский не был просто ашугом, слагателем песен. Он, по меткой характеристике Павленко, который в 1933 году приезжал к нему Ашагастал вместе с Луговским и Тихоном, был учителем жизни, политиком и вожаком, а поэзия для него являлась лишь формой учительства, манерой изложения жизненной мудрости. В Дагестане любят и ценят литературу, поэзию. С особым уважением относятся к тем, кто наделен даром поэтического слова, кто своим талантом способен преобразить бесценные традиции народной речи, сохранить богатство национальных языков. В начале 30-х годов прошлого века стихи Сулеймана Стальского появляются на страницах республиканской периодической печати, на лезгинском, а позже на русском и языках народов Дагестана. Выходит первый сборник его стихов на русском языке. Его книги издаются во многих центральных издательствах, в союзных, автономных республиках, а далее и за рубежом. Во второй половине 30-х годов прошлого века имя и портреты Сулеймана Стальского практически не сходили со страниц газет и журналов нашей страны. Все творчество поэта является ярким свидетельством служения отчизне. Остро осуждая в своих социальных, полемических произведениях зло и всякие пороки окружающего мира, он выступает как мыслитель, знаток человека и общества, обращаясь к разным социальным типам, используя конкретные сюжеты повседневной жизни и быта, красочные образы, присущие лезгинской народной речи. Он рассуждает о смысле и значении действительности. Профессиональные литераторы и читатели республики всей нашей страны почитают память о великом ашуге, народном поэте Дагестана Сулеймана Стальском. И сегодня, по уже ставшей ежегодной традиции, в Махачкале, накануне его дня рождения, у его памятника здесь, в парке Сулеймана Стальского, проходит День дагестанской поэзии. В свое время на открытии памятника Сулейману Стальскому народный поэт Дагестана Расул Гамзатов сказал: «Мы гордимся, что у истоков нашей дагестанской поэзии стоит Сулейман Стальский, певец новой жизни в горах. Мы шагаем вперед с именами основоположников нашей литературы в сердцах. Мы всегда будем верны их традициям. Они имеют право на бессмертие». Сулейман Стальский был и остается одним из самых легендарных поэтов Дагестана, Кавказа и России. И стихи его будут жить вечно. Дорогие друзья, у Сулеймана Стальского и дагестанской, и лезгинской, и российской поэзии есть достойные продолжатели. Я хочу представить слово народному поэту Дагестана Хамбиче Хаметовой. Сегодня не только юбилей Сулеймана Стальского, сегодня день дагестанской поэзии. Утвержденный раз и навсегда менялся социальный строй, но этот настрой народный остался навсегда, поскольку это было самое верное решение. У этого памятника, вернее, это даже не только памятник, здесь он лежит, здесь он похоронен. Честно говоря, каждый раз, поскольку когда классики, лучшие поэты Дагестана 20 века, Хапалаев, Аткай, Шахимир Мурадов, Митаров и другие, и Анвар Аджиев, и другие, всех не будем назвать, когда собирались здесь, тогда мы еще, нынешнее поколение молодые, не осмеливались им возражать
И как-то неестественно мне казалось, когда мы стоим там и долго топчем могилу. Вот сегодня, наверное, это новая традиция, и это будет верно. Я приветствую, что мы собираемся после возложения цветов здесь. Но это прелюдия. Я боюсь долго, чтобы не занимать ваше внимание, поскольку мы главное свое выступление будем вечером в театре делать. Вот. Но здесь так содержательно сказано многое и много выступающих. Так здесь, когда классики собирались, мы запомнили молодыми их нравственные уроки. И из всех уроков извлекли один, самый, на мой взгляд, что я так поняла, один вывод, но об этом позже. Когда в горах умирают люди, обычно говорят, ушел в мир иной, или еще скажут, присоединился к большинству, и то, и другое верно. Но когда умирает герой, говорят, ушел в бессмертие. Когда умирает мудрец, говорят, ушел в корни, потому что питает и оттуда он нас вечно. Умирает герой, остается бессмертие. Это конкретный подвиг. Это подвиг созерцательный, которому надо подражать. Что же есть еще выше, что не сказано в этих словах? Больше, чем бессмертие, есть простые человеческие народные слова. Какие они, я сейчас через тезис вам скажу. Много за это время ушло времени и много ушло поколений. Вы видите, как изменился строй, не стало нашего государства, сейчас у нас другое время. И за все это время, видимо, небеса, видя, что кругом творится, можно подумать, что много накопилось у нас всяких грехов, и потому пророки, которые время от времени спускались к нам, к людям, чтобы воспитывать наши души и сохранять нашу нравственность, обиделись и перестали спускаться. Давно они не спускаются, а народ ждет. Народу это надо, но время от времени появляются поэты, потому что на заре цивилизации в Древнем Риме, в Греции не было слова поэт, называли одним словом пророк. Потому лучший поэт России и всего мира Пушкин свое лучшее произведение назвал не поэтом, а пророком, который жгет глаголом в сердца людей. Переходим к Сулейману Стальскому. Какие же еще выше слова были сказаны нашими классиками, выделив Сулеймана Стальского из своей среды? Они сказали, что же в конечном счете самое высокое? Самое высокое – это когда приходит поэт, приходит творец и остается сам, как живой. Никто не смеет сказать, что его уже нет. Он умер, он живет, он действует, поскольку его творчество все время активно в нашей жизни. Достаточно пример один привести, чтобы доказать это. Знали умные люди, а ведь Гитлер был гений, но гений зла. И завоевав всю Европу, дошел до Кавказа, он знал, чтобы воевать сердца бойцов, покорить их, достаточно сломить их дух. А дух не сломаешь одним оружием. И понял он, в чем главная сила Кавказа. И недаром он весь Кавказ заполонил листовками против Сулеймана. А бойцы молча, спокойно шли в бой в обожженных танках. На груди у солдат находили простреленные пулями
сборники Сулеймана Стальского. И понял Гитлер, что ошибся он в своих планах. И тогда народ крикнул свой лозунг, свой бич. Гитлер капут. Так оно и было. И на Кавказе он потерпел поражение, а вы дальше все это знаете. И это главный аргумент, когда народ наконец сказал: есть поэты, есть творцы на все времена. И потому творчество Сулеймана Стальского с нами вместе звучит современно, годится на каждый день, идет нам на подмогу и в бой, и в радостях, и в горькие дни. И потому мы говорим спасибо ему, поклон ему, одержимому и мудрому, что он так славно совершил свой гражданский и свой творческий подвиг. Спасибо. Хочу представить слово студентке 3-го курса факультета дагестанской филологии Государственного педагогического университета Усмановой Раифе Султановне. Яша Мешхуй, Максим Горький, зазеке хюрметавуна, жезамайкан параеке лах парарябета куна, фахум, фикир, акол дирин, рахун кане, мезни ширин, зафахум назига фарин, лапеке киметавуна, дугридан завраха дайгав, ширин валкваз хакван гзав, жезамайкан пара инсаф, лах парай хюрметавуна. Амса Карзасхан Агаев, Юлдаш Дингалт, Эмил Заев, Вечин Батав Засеклив, Лапширин Сюхбетавуна, Кисиб Юлдаш Арех Галас, Яша Мишхунух Ягараз, Сталша Ир Сулейманас, Яке Тербиятавуна. Шир Фаумназа. Нагах Адас Хайтагишин. Шалом арнежед амкочи, фахум наза хайван динчин, зерре қонре хуже дайтуш. Гах мақамда иyiz чинчур, вичин писвал иyiz машхур, гарданда са цару зунжур, тунта вурта хуже дайтуш. Залухун ваз адан пеше, чинчур на амкреда чвиже, Заз акуна катран гурче, мадихтин яги жедайтуш. Гзав еке бур я сарар, ехир гуда сада зарар, хичса хайван дин ничарар, хадан кон веqi жедайтуш. Ey Süleyman kaz iyala, nivdiyavi kalma kala, Вавайхтин лезгичалар, маздавай яргиже дайтуш. Вот вам и живой Сулейман Стальский. И голос, и лицо, и все повторяется в мире. Мирза Давидов, народный писатель Дагестана. Я много переводил Сулеймана Стальского и писал о нем много. Но я здесь не такое время поэмы читать или большой разговор вести. Я прочту несколько строк. Тибави хирамур хирасабуна, хирашиву кулдан каханей ура, дакни уста таргну инабунуа, дакни хумбияла кабулей ура, иттауқай бурук сачивитол еру, жуладяни басса чаннан нилбару, Цукуллихам бави чаурил цараву, чучунок алашюн уккун харчангу. Хамиттур шилур пар арсналит доса, гаттул дакрин нурдеттул жахил шивур, гункуту туллама душнил мушеса, суниргу туракса, тур жахил шивур. Спасибо. Сулейман Стальский был нашим учителем. Но когда просят слово учитель, я не могу не дать. Каид Каитов, заслуженный учитель Республики Дагестан. Пожалуйста. Уральский район. Hürmetli yurttaşlar,
Köye ketir çok sağ ol. Viçin devirdi. Zurba şair. Zurba nisiyah çıkayı İsta Süleyman'a imerekatis got kuna. Hünkacı da merekatar. Ümürdün lehze yar. Anlamışna ümürlük huda. Şad bur ve kedi bur ko. Süleyman batka inol. Ehtil tarafına. Çınar razı ol nuguzu. Dünya dal atana hakkin kas. Viç kesip katara akatna. Kesip di ümür çiz. Yaşamış kayı. Allah'ına alava yaz. Süleyman Babadi iyi devir başlamış ha vaktunda. Üçün candı kuvvet hamako. İyi ümür din pataka. Adan kenivler ka. İnsaniyetiz ada avak yırt ka. Kena zurba yaratmışlar. Keni yaratmışlar manametlep. Sakosni aguz avatmatoş. Keni yukuz abur khas yazva. Stal Süleyman hiç avam kaçaz. Kelis kiçintiyiz. Azurba derecelik agako ima insanları heyran olda golak yazva. Stal Süleyman saatla pisatellerin yezdal ekeştin ha vaktun dikede anol Iosif Vissarionovich Stalin aladezva. Gorkidiz gızaf kalablokka Maksim Gorkidik. Yarabbi kelis kiçiti da insan köla başlamışna köl kütahtadılıhoz. İyi vaktunda amrakhana adam mana metlep di gavurda Azerbaycancılara kadın olan Stalin Azerbaycancı çizvadır. İyi mucu iyi kasla vaktunda amlahana Dağıstan'da tanıva kesip sinifra katlıva çiğ ümür vüçi maşhur izva şairi bacaraklı kasikilahana Stalin'a. Gorkidiz gızaf ezil kana nefes kaçuz rehat kana halla atana kadla asir din gamerda gafarni ibur havayon gafartuş ibur sakurulla çilela kaçunu ala devirdi kiz guzva akti yeke nagrada yar yeke torartuş ibur riki qina qizva hişer riki qina qizva gafar yazva Süleyman viçiz dar balakur kasyaz gızaf narazi bol avaz kilikda fizva tatuga bileriz ümirda tarahçivliz çapxunçivliz viçivuç ümirda lazim kayda txunt yizva insanriz ve bir sarı xunalaçiz adı için yaratmışın ora Rusvahida iyi ümirdiz everguda yıldoşar Çaçıyı ümür kayıt yazva. Aymürde keni kuznu çun tamarzluya. Çu banri, nekir banri, kalxoçiri, ikere kazva ayalar. Haymür terbiyeli mişabori. Haymür daradiz gabori. İra kazva mez, haymür da svehata dezva. Çun tamarzluya. İnlani alava yaz. Zazluhuz konzva. Süleyman devir dolçi bayazamıqda. Çu muskevek atoni Süleyman'a madal koyankiydi. Yaratmışlar gılakada ve yaşamışeda. İnoçi pravительстве садла заместитель ихти сад алабынова. Юрик черол торарыла. Кинотеатры торарыла. Вучись içi şehirde var. İparkarol, ikti bulvarol, mikübrol, krasachnik, hene yadaç. İm ikastin küçük kala, im ikastiz bakşınvada, im şehrini gürçekce de insan reyni şad valiydi. Zazluhuz kanzva. Dağıstan de halkari arada var, dost val, ki baktı. Ço hamiş dost bildi, şemiş kadin lakuluk tinicede. Ama i bakt, i dost val, çına çıkı Rusya'yı kılas hüde. Rusya mat seferde kalır kuna, Ukrayna'daki vakıara, Vuçuçi milletti, hikti iyesi yata. Sakuk ve salamatku, Süleyman Kevaz ancak birlikte. Сулейман Стальский говорил, что веревка длинная, лучше, а речь короткая. Хочу сказать, что у Сулеймана Стальского есть достойные наследники среди молодых наших поэтов. Хочу представить слово Ватманову Владику, молодому поэту, студенту Дагестанского государственного университета.
Стихотворение собственного сочинения. Пославящее имя лезгин на весь свет, в нем видел народ свою гордость завет. Ни книг, ни письма не знавал на ответ, жемчужину стихами улудил Сулейман. Твой дар был отмечен, оправдан в Москве, там Ленина орден вручили тебе. Талантом сумел весь мир почтить к себе, лезгинской душой осудил Сулейман. На съезде стихами к добру призывал, восток на поэтов навел жар сбывал. Гомером тебя Максим Горький назвал, навечно себя осудил Сулейман. Дорогие друзья, вышел замечательный том Сулеймана Стальского на русском и на лезгинском языке. Скоро дойдет до читателей. Мы читаем, слушаем, любим, уважаем Сулеймана Стальского. Это мы сегодня здесь еще один раз подчеркнули и доказали, что значение и назначение Сулеймана Стальского для Дагестана очень огромно. Звучание его песен никогда не исчезнет с дагестанской земли. Желаю вам всем удачи, добра, счастья. Adan hakma, adan düz vaşaksız ya. Aterezdi, olsun zava insan var. Harbededin, ümirdir ekaduz var. Bir kamaldi, zil karardayım ya. Çıkan vaçi, bir gelin gelmez eğriz. Çıkan çiyu, çiçalmadı kadim ya. Rehalur daire, cavurine beyri. Lezgiçilin яхрыждандым, намустен гонил Чмеханова. Şair стал Сулейман, чирикера баркавандез, Берну Вася Чмеханова, Вихар сачал Сулейман. Сулейман, Сулейман, стал Сулейман, 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 шаир Сулейман. Avudaşvi parmakçına bileri Lezgiçiler fayda sadval hamişa Rukas tadaş içi girdin sineri Türdaş et ediz buna bağışa Kayıhaldi bilgin terez mizanya Adan hakval, adan düz val şaksız ya Aterezdi, çeşnetir bu nisan ya Bungalachin. Сегодня же мы отмечаем юбилей Сулеймана Стальского, который по праву считается основоположником современной дагестанской литературы. Мудрый ашук из сталинского лезгинского аула покорил своим талантом большую страну. Его жизнь стала примером того, каким должен быть настоящий поэт и гражданин. А воспетый им в стихах родной Дагестан узнала вся Россия. Не каждому человеку дано стать символом своего времени и заслужить признание народа. Сулейман был и остается живым символом своей неповторимой, яркой и вместе с тем трагической эпохи. Звание «Народный поэт Дагестана» было присвоено ему в далеком 1934 году, но народная сущность его поэзии сделала его истинно народным поэтом гораздо раньше. Творчество и жизненные позиции жизненная позиция Сулеймана Стальского заслужили высокую оценку таких великих современников и собратьев по перу, как Максим Горький, Михаил Шолохов. Вот эта известная фраза Гомер 20 века, такое образное и высокое определение дал ему Горький, у которого жизненный и творческий путь поэта вызывал искреннее восхищение. На первой своей речи на первом
съезде Союза, писательском съезде, великий писатель сказал: на меня, и я знаю, не только на меня, произвел потрясающее впечатление Ашок Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая стихи. Затем он, говорит, 20 века, изумительно прочел их. Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман. Сулейман рано осиротел, с детства много трудился, потратил, в поисках заработка стал отходником, работал на нефтепромыслом, на строительстве железной дороги. Побывал в Дербенте, Баку, Тяньше, Самарканде. О том периоде своей жизни он очень образно сказал, выступая на первом Северо-Кавказском съезде Советов в 1935 году. Я работал круглые сутки, как волк, и ни разу не осмелился даже поужинать досыта, ибо тревога о завтрашнем дне давила мне мое сердце, как черный камень, и не давала жить сегодняшним. Сулейман был искренним интернационалистом, не мог мириться с несправедливостью и говорил, что бедные люди и на Сырдаре, и в Ашагастале одинаково несчастны. Первые стихи Сулейман Стальский стал слагать еще в молодости, выступая против несправедливости и носителей социального зла. Стихотворение «Свобода», датируемое 1919 годом, является знаковым этапом его творчества, когда вместе с односельчанами он участвовал в восстании против деникинцев, позже принимал участие в сооружении общественных оросительных каналов, в ремонте дорог. Он стал активным агитатором и пропагандисткой новой жизни в горах. Сулейман Стальский был одним из основателей и председателей Союза писателей Дагестана, участником первого Вседагестанского съезда писателей и легендарного первого съезда Союза писателей СССР. Поэтическое выступление Сулеймана Стальского на съезде в переводе Александра Безыменского было опубликовано во многих газетах страны. В начале 30-х годов прошлого века стихи Сулеймана Стальского появляются на страницах республиканской печати, на лезгинском, далее на русском языке и языках народов Дагестана. Выходит первый его сборник стихов на родном языке, его книги издаются во многих центральных издательствах, союзных, автономных республиках, а также за рубежом. Во второй половине 30-х годов прошлого века имя и портреты Сулеймана Стальского не сходили со страниц газет и журналов страны. Многолетняя дружба связывала Сулеймана Стальского с народными поэтами Дагестана, Гамзатом Садаса, Абдулой Магомедовым, Абдалимом Гафуровым, известным дагестанским писателем Ибн Капиевым, написавшим великолепную книгу новелл «Поэт», прототипом героя, который стал Сулейман Стальский. Высокую оценку творчества Стальского дал выдающийся советский писатель Михаил Шолохов. Думы родного народа, его радости и горести, подслушанные поэтом, обретали певучую, пленительную в своей непосредственности и свежести форму песен, стихов и обогащенные талантом певца. Снова шли в народную глубину, чтобы жить, не умирая. Остро осуждая в своих социальных, полемических произведениях зло и пороки окружающего мира, он выступал как мыслитель, знаток человека и общества. Обращаясь к разным социальным типам, используя конкретные сюжеты повседневной жизни и быта, он рассуждает о смысле и значении действительности. Поэт обращался красочным образом, присущим лезгинской народной речи. Посетивший в 1933 году Сулеймана Стальского русский писатель Владимир Луговской писал: стих Сулеймана Стальского был умным, красивым, прозрачным. Он выбирал самые ясные, самые сильные меткие сравнения, понятные каждому. Он, работавший без карандаша, без пера, на память умел кратко, языком красочным, но скупым, передать важные и серьезные мысли почти афористической форме. Сулейман Стальский – один из первых дагестанцев, вступивших в ряды Союза писателей СССР. В 1936 году он был награжден орденом Ленина, а в 1937 году был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Стальский был предельно искренен и правдив, благороден и справедлив в жизни и в творчестве. Поэзия, поэт и человек в нем были неразделимы. Его строки вошли в народную речь, стали поговорками и пословицами. Достоинство поэта – первое, что надо беречь, юноша, говорил он Ибн Капиеву.
Достоинство поэта есть достоинство его земли. Сулейман Стальский ушел из жизни 23 ноября 1937 года и оставил после себя большое творческое наследие, которое волнует наших современников и сегодня. Сулейман Стальский был и остается одним из самых легендарных поэтов, народных поэтов Дагестана, Кавказа и России, а его стихи будут жить вечно. Торжественное собрание, посвященное 145-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, объявляется открытым. Слово предоставляется народному поэту Дагестана, председателю Союза писателей нашей республики Ахмедову Магомеду Ахмедовичу. Дорогие друзья, Анатолий Шансонович только что приводил слова гениального русского писателя Михаила Александровича Шолохова, Нобелевского лауреата. Я хочу их полностью процитировать, потому что в них выражена вообще абсолютная правда о Сулеймане Стальском. Сулейман Стальский принадлежит тому разряду истинно народных поэтов, которые были возвращены самим народом, но широкое признание получили только при советской власти. Думы родного народа, его радости и горести, подслушанные поэтом, обретали певучесть, левчую, пленительную свою непосредственность и свою форму песен, стихов. И обогащенный талантом певца снова вошли в народную душу, чтобы жить, не умирая. Но стихи Стальского находили заслуженные признания не только у себя в горах. Кто из нас, читая их даже несколько обесцененных переводах, не радовался, не восторгался изумительными по красоте и выразительными строфами. Поэтому-то весть о смерти Сулеймана Стальского так горестно хватает за сердце. Вместе с остальными советскими писателями и многочисленными читателями Стальского склоняю голову над прахом талантливейшего поэта, выразителя народных дум. Это слова, сказанные одним из самых великих писателей 20 века Михаилом Александровичем Шолоховым. Также слова, сказанные еще одним нобелевским лауреатом Борисом Леонидовичем Пастернаком, великим русским писателем Леонидом Леоновым и многими другими, говорит о том, что Сулейман Стальский смог своим творчеством, своей жизнью, своим поведением человеческим взбудоражить великий литературный мир и прочно войти в классику своего времени. Сегодня мне хочется закончить свое маленькое слово о Сулеймане, повторяя вслед за великим нашим Расулом Гамзатовым. Сулейман Стальский, эпиграф дагестанской литературы. Да здравствует поэзия, и да здравствует Сулейман Стальский. Слово предоставляется народному поэту Республики Дагестан Гамидову Магомеду Халибековичу. Вдохновленные и пронизанные гуманизмом, патриотизмом, точно, верно, правдиво отражающие кричащие проблемы своего времени, произведения Сулеймана Стальского проникали в сердца читателей, завоевывали необычайную популярность Сулейману Стальскому и всеобщую любовь. Давно и верно сказано, что в час высочайшего счастья и глубочайшего несчастья человеку нужен художник, человеку нужна поэзия. Да действительно, поэзия дает крылья человеку и в пору радости и в час печали. Именно таким художником, которым всем был необходим, был Сулейман Стальский. Именно такая была его поэзия, которая давала крылья человеку. Поэзия, которая правдиво, высокохудожественно отразила
эпоху поэта, эпоха, наполненная бурными, динамичными, порой трагическими событиями. Эпоха выдающихся достижений успехов и горьких разочарований. Читая произведения Сулеймана Статского, мы как на ладони видим действенность окружающую нас, жизнь того периода. И вот почему до сих пор читатели находят ответы на волнующие их вопросы в произведениях Сулеймана Статского. Вот почему имя Сулеймана Статского востребовано и сегодня. Вот почему мы все с благодарностью вспоминаем его и с любовью называем его имя. Но вы не хуже меня помните, было время, когда некоторые стремились отрицать, принизить роль и значение и место Сулеймана Статского в нашей поэзии, в нашей жизни. Но произведения Сулеймана Статского, его поэзия, он сам всегда выходили победителями. И эта победа была заслугой и победой не только и не столько тех, кто заступался за Сулеймана Статского. Это была заслуга и победа прежде всего самой поэзии нашего Сулеймана Статского. Ибо эта поэзия всей силой своей красоты, нравственного духа находила дорогу сердцем людей и тому месту, которое эта поэзия занимает сегодня в нашей жизни. В честь его мы имеем право поднять бокал с озвучным и красивым, емким словом «Деркал». Слово предоставляется народному поэту Республики Дагестан Хаметовой Ханбече Шихрагимовой. Уважаемые дагестанцы, уважаемые гости столицы, их здесь ползала, спасибо им. Общепризнанный кумир лезгинской поэзии, великий Яким Амин, 175 лет, почти 2 века тому назад сказал: кричите, зывайте на помощь людей, весь мир изменился, куда ни пойти, везде торжествует или вор, или злодей, а честным приюта нигде не найти. А вот слова, сказанные еще раньше великим Низами: вода в истоке мужества горька, вот почему не бьют из родника, огонь же, разведенный подлецами, от честных не оставит и следа уголька. И как бы подхватывая, задавая им тон, продолжила Саят Статская: на колесе времен ни год, ни два, верчусь я полужива, полумертва, кружится колесо, и весь мир кружится, и у меня кружится голова. И, наконец, Сулейман Статский: как странно этот мир течет, идет путей своих не зная, стыд принимая за почет. Бараны за людей слывут, слов много, дел не достает. Достаточно и этих строк с титаническим зарядом, чтобы еще раз убедиться в том, что высокое и прекрасное, служившее людям в самые отдаленные времена, не исчезает бесследно. Оно живет и воспитывает нашу человеческую душу. Живет и звучит современно через столетия, хотя человеческие поколения меняются, как морские волны. Но так уж устроен человек, что живет в нем вечная бессмертная жажда красоты и мужества. Такова простая диалектика нашего бытия. Мир держится на талантах. Поэт принадлежит народу
Поэт принадлежит своему таланту, а талант принадлежит своему народу. Как зерно, попавшее в благодатную почву, возвращается колосом, так и личность, отмеченная талантом, возвращается к своему народу в обогащенном, обновленном виде. Подчеркивая ответственность перед своим родным народом, Сулейман Стальский говорил: надо быть верным своему народу, как своей совести. Тогда не будут рождаться стихи с восковыми ногами. Воспитанный на традициях лезгинского восточного народного творчества, прошедший народные университеты, Стальский принес в нашу литературу выдающиеся образцы поэзии, именно поэзии, профессиональной поэзии, и создал целую гамму образов исключительных эмоциональной силы. О, Сулейман, в краю родном, что было явью, стало сном, перевернулась кверху дном вселенная, сомнений нет. Повсюду смрад, повсюду грязь, повсюду сволочь развелась. Жить в преступления, не боясь, стыда не ведать, нехорошо. Пройдет ли время всех мастей, властей, уйдут ли воры всех мастей, дождемся ли благих вестей, измучена сторона теперь. Эти сроки настолько звучат современно, вот вы убеждаетесь, будто Сулейман только-только на днях их написал и живет среди нас. Спасибо. Слово предоставляется доктору филологических наук, профессору Гашарову Хаджи Гусейну.